Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Мар Байджиев, народный писатель Кыргызстана, драматург, экс-депутат, да? И вы еще участвовали в Конституционном совещании, да? Недавно. Да. Как вам понравилось совещание конституционном? Вы сами писали свой вариант раньше Конституции? Нет, дело в том, что это совещание, понимаете? Я думаю, что то, что просто решили узнать народное мнение, и, значит, интеллигенции, людей образованных, да, значит, ученых, юристов, это просто была маленькая разведка, я думаю. Нельзя считать это законодательной, потому что совещание. И то, что они вот выставили там, допустим, я не подписывал последний вариант, там сказано, что в порядке предложения. Это не комиссия, это не авторы Конституции. Ну, как вам сказать? Я вот случайно узнал, что я попал в список. И, наверное, не случайно, потому что я, во-первых, вы знаете, стоял у истоков создания нашего суверенного государства, был депутатом. Раньше говорили в кавычках парламент, легендарный, а потом убрали кавычки, слава богу. Потому что у нас было 360 человек, но никто из нас не подвел, потому что все были патриотами. Мы очень были рады, счастливы, что, наконец, великий народ наш через 1000 лет после гибели Манаса получил вот это эгеменную самостоятельный, да. И, конечно, мы были очень вдохновлены, были озабочены. И это, во-первых, я был одним из... Я был экспертом первой Конституции, принятой в 1993 году. Потому что там первый вариант был написан на русском языке, авторы, и мне вызвали и сказали, чтобы оба текста были как-то одинаковые по смыслу, и как двуязычника меня назначили экспертом текстов первой Конституции 93-го. И там пришлось очень много постараться, там даже, извините, вот это предисловие, преамбула Конституции, пришлось так-то мне самому это писать и на обоих языках, что кыргызский народ, что это за народ, что мы, значит, продолжаем традиции великого нашего народа, в том числе, значит, идеологию, идущую от Манаса, национальную идеологию, интернациональную, вот это все, и сохраним традиции, которые помогают нам остаться нацией и народом. Ну и вот, потом стали, нас изгнали, вы знаете, в парламент. Да. В 1994 году. Да. Ну, что поделаешь, так уж получилось. И стали все время принимать новые и новые конституции. Каждый раз выступал. Вот когда Аскар Акаевич решил двухпалатную систему, нас разогнав, я тут же написал, нельзя гоняться за чужими образцами. Надо базироваться на жизни народа, укладе жизни и психологии, понимаете? Маленький нюанс. Кыргызский народ еще мы не утратили родоплеменных взаимоотношений. В хорошем смысле. Уважаем друг друга как род, потому что женится и так далее, вот эти связи здесь надо учить, и психологию. Как бы там ни было, есть даже диалектическое различие, я как филолог вам говорю, наших регионов. Да. И психологии тоже есть, и это надо учитывать. И на этом строить, укреплять наше государство, как это делал в свое время Манас. Он не смотрел какого-то рода, лишь бы создать и создал великое государство. Ну и, конечно, потом вот эта многопартийность ввели, тоже выступал против. Не пойдет. И даже выступил в газете в 1907 году. Что такое партия? Это у них одна страсть – власть. Там могут собрать и сбор блатных, и шайка нищая, цитирую Маяковского. Из-за этой власти будут шкуваться между собой. Из-за этого, потому что у них другой страсти нету. И за все будет отвечать народ вытоптанными пашнями,
перекрыта дорога убитыми сыновьями. В 7 году я пишу. Понимаете? Так оно и случилось в 10 году. Типун мне на язык. И, конечно, и когда, вот еще раз повторю, когда в 10 году, опять там, долго рассказывать, что вы сами прекрасно знаете, решили принять новую конституцию, Владимир Путин сказал, кыргызы опять наступили на грабли. Я написал статью, не наступить бы на кетмень. Ну, на грабли наступишь, колено повредишь, на кетмень ты башку себе разобьешь. Был я прав, как я иронически отнесу. На самом деле так и случилось же. В 7-10 году действительно кровь пролилась, о чем я говорил раньше. В 7 году еще, 3 года назад. И в конечном счете, чем кончилось? Автора Конституции посадили в тюрьму. Кто подписал, до сих пор сидит в тюрьме. Вы понимаете, в чем? Потому что не врубили суть явления. Ну, в 2 словах, это я думаю, раз по эти пришлось создать вариант, это Конституция Всенародного Курултая. Тут еще много было вариантов. До меня было, я ходил на эти. Они хотят заменить власть Всенародным Курултаем. Нет, это не власть. Вот там фраза есть, во всех она существует, предисловие, что источником власти является источником, не самой властью, вы понимаете? Да, да. Оттуда идет. И берите оттуда людей. И в моем варианте, что народная власть, она это контролирует власть, она не управляет. И в моем варианте избирает народная власть, народный Курултай, скажем так, избирает президента, Йор-Кенеш, председателя Верховного суда и так далее. И каждый год они в конце года отчитываются перед Всенародным Курултаем. А сам Курултай как должен формироваться? Формироваться, по моему варианту, так, что каждый у нас 7 областей, от каждой области по 100, значит, это делегатов Курултая. По 100 человек. И поскольку у нас Бишкек, это, считайте, как область, даже больше, еще 100 человек от Бишкека. Она интернациональная, вы знаете, да? Итого получается 800 человек. Это практически выборщики. Они выбирают президента, Джаур Кенеш, председателя Верховного суда и контролируют их действия. Не лезут никуда. Понимаете? Это не так. Был гетсимембером Джок Андемес. И я вот поймал, ну как вам сказать, меня не устраивают те варианты, которые есть, одни интересные, но все время хотят, чтобы они пускай идут, народ... Нет. Это источник власти, да. Не сама власть в моем. Ну и так далее. Вот то, что долго обсуждали, причем самое главное, чтобы Народный Курултай был законодателем, не общественная организация это. Понимаете? Они избираются, допустим, на 5 или сколько лет, каждый отвечает за свои деяния. Потому что партийная система, она, ну как так, партиец, вот откуда же, что у нас творится, я если кулицам, что там в Кумтере, что с водой творится, что там и так далее. Не знает же он, если он партиец. А там каждый депутат знает, кто есть кто, и что творится на земле, что нам... С каждого региона, потому что... что... то есть регионы, то есть чем дышит народ, чего не хватает. Вот сейчас там Баткен, воды не было, откуда знает партиец? Местный должен знать. И требует, дайте нам воды. Народ уже скоро-то понимаете, в чем дело. Потом тут еще есть такая штука, что кадровая политика. Каждый народ знает, кто есть кто. Тут еще такая штука. Пускай он живет даже не здесь, где-то, может, в Америке, но мы знаем, кто он такой, сам народ, чей сын, откуда родом и на что он способен. И могут его избрать и депутатом, и, если нужно, президентом. Понимаете, в чем дело? Патриотизм. И, конечно, надо, чтобы во главе стоял государь, как говорится, потому что монасия, в моем переводе я так и перевел, что был народ всегда един, им должен править хан один. Это из Манаса, да? Да, но это практически президентское правление. Вы понимаете, что? Он все берет. Да, самое главное, что в моем варианте
Там, значит, глава государства, он является главой правительства. Пускай отвечает за все. Мгм. Я вот, когда я об этом писал, просил, может, кто-то и читал, что я повторяюсь, когда мы принимали первый вариант, в первом варианте было так и написано, что президент является главой правительства, и государства, то есть и исполнительная власть, и это самое, он должен отвечать. Асхар Акаевич согласился, мы похлопали, пришел на второе чтение, сказал, нет, я буду отвечать только за это самое, за исполнительную власть я не отвечаю, пусть премьер-министр. И чем кончилось? Я выступил, стенограмма есть, говорю, Асхар Акаевич, что вы делаете? Вы хотите избавить себя от ответственности за деяние, то, что будет происходить в государстве. Это хотите найти козла отпущения. Ну, там кто-то смеялся, в конце так оно и случилось же. Да. 32 премьера сменилось за 30. А кто виноват? Причем тут эти премьер-министры своими кабинетами? Они исполнительные. Сами напортачат. А этих бедняк в тюрьму сажают. Вот даже последнее, то, что произошло, парламентскую придумали власть. Парламентскую. А тогда зачем премьер-министр сажать в тюрьму, если парламент управляет? Он исполнитель. Сажайте всех 120 человек, которые подписали. Но он же исполнял не то, что ему поручили, а нарушал законы Вот, какие-то другие. Так вот он не вещи. имеет права. Если парламент, будьте добры, контролируйте, что он подписывает. Это просто так назвали, не контролировали, не было это парламентского права. Пожалуйста, управляйте, поручите премьер-министру, пускай выполняет. Вот его и не было, нарушено все. Ну, все нарушалось. Все И президент нарушал, да в том-то и дело. и премьеры Потом нарушали, еще и я депутаты сказал, нарушали. вы знаете, простите меня, вот сейчас и этот президент, и тот, и Атамбаев начал, и Джембеков, так что мы сейчас будем коррупцией бороться. Опять писал, простите меня, а оказывается, вообще никто ничего не читает. Я говорю, вы знаете, дело в чем? Коррупция, сейчас сажаете коррупционеров. Это все равно, что когда вот туберкулез была неизлечимой болезнью, пока не нашли палочку Коха. Так и стали тогда излечить. Мало что вы лечите. И вот эта палочка Коха сидит в системе самого государства, самой Конституции. Так она построена. Вы понимаете? Там надо искать источники. Не больной виноват. Он заболел. Вот безобразие, мне стыдно, я не знаю, как вам. Столько премьер-министры сидят в тюрьме, господи, депутаты сидят в тюрьме. Президент сидит, одного выслали, второго там отдали под суд, третьего посадили. Как это так? Стыдно. Стыд, позор, потому что самой в системе сидит, в Конституции, самая инфекция в суставе государства. Вот эта палочка Коха. Там надо искать. Иначе так будет. Палочка хорошего человека, так, да при чем тут человек? Любой человек попадет, он станет вот этим самым коррупционером. Такова система. Ну ладно, дело в том, что я думаю, что, ну, еще по-разному сейчас говорят там насчет Садыра Джапарова. Мне этот человек понравился, я раньше не знал его. Когда я вот этот первый вариант Конституции сделал, он еще депутатом был. И вдруг звонит Байке, говорит, ой, здорово, что такое? Оказывается, говорит, в вашем варианте недра земли, допустим, является не государство, а народа. Вы понимаете? Вот тот, я говорю, молодец. Вот теперь и поэтому случилось это, в Кумтер там насчет митингов, потому что это добро не избранного или назначенного начальника сильного правительства государства, самого народа. Земля чья народная, вы понимаете? Вот о чем это кончилось. Ну, кстати говоря, потом, вот я был на инаугурации, и он сказал одну вещь, которая мне очень понравилась. Думаю, что надо поддержать и помочь ему, чтобы это не осталось просто фразой, потому что окружающая среда часто портит. Да. Вот. Потому что, ну, что тут говорить, даже гениального Манаса
Вот. Окружающая среда, ну там, благодаря Салманбетам повели войной на Китай, загубили его, всех воинов в само государство. Вот каким оказался добрым, доверчивым монах. И чем кончилось? 1000 лет мы не могли восстановить потерянное государство. И то, что он сказал, что я беру обязанности на себя, что стану, значит, за главой правительства и это Исполнительной ветви. да, это пример. То есть практически это очень верно. За что я очень уважаю, но надо создать эти условия. Потому что обратите внимание, кто исполняет, потому что это самый Совет Министров, они работают. Пускай за все отвечает, за каждое движение. Он сказал так: я, значит, беру ответственность на себя. Государственной исполнительной власти буду отчиться перед народом. Вот это и есть народный Курултай. Это не должно быть просто, как он сказал, выйти перед народом. То сколько, они всегда же в конце отчитываются, наш президент, обращение к народу. Попробуй узнать, врет он или нет. Оказывается, врали часто. И чем кончилось? Вот это перед народом дадут законодательно. Понимаете, вот этот народный Курултай? Чтобы люди знали, что он обещал построить школу, построил или нет. Допустим, где-нибудь в Нарынской области. Обещал Баткене воду провести. Провел или нет? И он будет отвечать законодательно перед представителем этого народа. То есть это народный Курултай и депутаты, избранные на этом основании. Потом сейчас вот опять хотят двухпалату, то зачем это нужно? Почему должны 2 палаты шкубаться между собой? Вы понимаете, когда Асхар-Акаевич задумал, я написал сразу, я же повторяюсь, что вот чтобы 2 палаты между собой борются, а он спокойно. Я сказал: Азаке, это тебя так они и сделали, они и прикончили его в конечном счете. И премьер-министр все время изгоняет президента и сам становится президентом. Какой-то хроническая болезнь. Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, надо обсудить. И вот то, что там опять это самое, мы сколько пережили это референдумы, уговаривали, говорили, кивают головой, там, пускай выступит. Только не просто так, обоснованно. Вот если у меня... Докажите, что я не прав. А Мунайда, вот он такой-сякой старый хрич, в чем я не прав? Докажите, в чем я не прав. Я соглашусь. Понимаете? В чем я не прав? Потом еще самый главный момент в моем варианте. А уж простите, уж так. Сами виноваты, не надо было меня вызывать старого хрича. Я предлагаю, во-первых, чтобы председатель Верховного суда тоже народ избирал. Всенародный Курултай. Не президент назначает. Вот эти выборщики, да? Да, то есть вот это народ избирает, и председатель Верховного суда за все правосудие отвечает перед народом. За каждую судью. Сейчас же безответственность. Почему хапает, садятся в тюрьму? Никто за это не отвечает. Отложили там, отвергли, значит, районного суда, городской. Потом это. И ничего нет. Так и остается. Если он виноват, докажите, в чем виноват. Если несправедливо, накажите за это дело. Кто за этим будет? Пусть председатель Верховного суда отвечает за все. Перед народом. Понимаете? Потом, сейчас опять там с этим, как у нас везде всюду написано, что президент является гарантом Конституции. А как гарантировать? На словах, что ли? Ну, принимать меры какие-то, если нарушается. Как? Вот я, когда Садыр Джапарова посадили, писал же президенту, говорю, за что его посадили? Что он хапнул, он хотел вернуть добро народу? Получаю ответ. Извините, уважаемый такой-сякой, президент не имеет права вмешиваться в судебные дела. Не имеет права. А гарант Конституции. А если несправедливо судят его, посадили в тюрьму, кто отвечает? Президент. Поэтому в моем варианте президент как гарант просто не на словах
Генпрокурора он назначает. Да. И прокуратура работает, она следит за правосудием, а не наказывает. Насколько прав судья или не прав. Вы понимаете? И за это ответит президент. И перед президентом отчитывается. Как у нас, справедливо или несправедливо идет вот эта судебная власть? Вот тогда все станет на место. Не будет то, что сейчас идет. Господи, я как читаю, в ужас, все время кого-то сажает. То прокурора, то судью. Ужас какой-то. Судьи, премьеров. Это ужас какой-то. Поэтому вот это я в моем варианте президент, этот самый генпрокурора назначает президент, но с согласия Джорджа Кенеша, чтобы они тоже знали, кого они, и пускай отвечает за все, за правосудие. Законы издает Джордж Кенеш. Выполняет ли прокурор и президент вот этот закон? Вы поняли? Вот такая у нас и сейчас так, формально написано так. якобы. Формально так, Да. но на самом деле получается Вы понимаете, не в чем дело? Потому что прокурор, вот это бардак какой-то, другого слова не могу. Потом еще самое главное, в моем этом, по-разному к этому относятся, я говорю, надо это... Вот сейчас, смотрите, тайное голосовать, по-моему, это придумали, меня это тошнит. Почему как преступник должен пальцы, потом идите найди, чей этот палец, на какой, сколько денег, миллионы денег. Нет, открытие голосования. Я пришел, сказал, Мар Байджиев, голосую за Садыр Джапару, предположим, да? Пожалуйста. Я имею право, как человек, имеющий это самое право голоса, мнение свое. Боятся наказания. А вот тут надо чуть приписать. Это добавлю, что преследование по итогам выборов выборщика карается законом. Чтобы он был гарантирован за то, что выразил свое мнение открытым голосованием. Если за это будет наказ того, кто за это наказывает. Понимаете, в чем дело? Почему он должен паранджетом, это еще как преступник? Простите меня. Может, тогда... От советской власти осталось, что тогда тоже голосовали на партийных собраниях открыто, но потом против тех, все боялись говорить. Это, вы понимаете, тогда было, потому что это практически так получилось, КПСС, партия предлагала. И делали надо делать то, что предлагает партия. У нас нет диктатуры пролетариата, диктатуры КПСС. Сейчас нету. Почему? Они боялись, чтобы, не дай бог, против партии выступишь. Потом тебя, поэтому тайное голосование. А сейчас кого боятся? Сейчас выходят, кричат, а голосовать, оказывается, он... Должен прятаться. Паранджи должен прийти. Но сейчас вот во всем мире переходят на электронное голосование. Совершенно. Да. Там, вот вы обратите внимание, скрыть. Почему выдрючивается, простите меня. Потом смотрите, вот сейчас у нас в Москве там мигранты есть, да? Там надо создать целый избирательный... А зачем? Представьте себе, я в это время оказался в Москве или вы. И в Ташкенте. Я пишу, я голосую за это, посылаю карточку свою с фотографией. Все, ясно. Не надо никого проверять. Миллионы не надо тратить на эти, простите, вот это самое. Там тоже могут быть подтасовки. Нет, он же посылает. Тролли, хорошо, проверьте, прав или нет. Позвоните. Твое, мое. Нет, значит, кто это сделал? Посадите того, кто фальшивкой занялся. Вы понимаете? Открыто надо. Чего нам бояться? У нас нет диктатуры, если на то пошло. Дай Бог тому, до конца. И еще я похвастаюсь, я же автор закона о средствах массовой информации. Поскольку я был, у нас было очень хорошее, так сказать, легендарный парламент, там и журналисты были, и редакторы, И, в общем-то, мне поручили, как человек, который был СОПКОРом, спецкором «Правда», вот этот закон. Вы знаете, там 2 слова написано. Значит, это свобода слова. Что это значит? Ради Бога, говори все, что ты думаешь, только не ври. И не оскорбляй человека. Понимаете? Остальное, сейчас это всякую муть собачью. Понимаете? Или врут,
Вот сейчас, вот выбор, смотрите, то, что врали, в тюрьму посадили. Выступает. Потом еще такая штука. Любое средство массовой информации, если распространяет брехню, наказывать надо перед Уголовным кодексом за клевету. Они пишут, мы за это не отвечаем. А кто распространяет сплетню и брехню? Почему он должен распространять? Узнайте, я говорю, человек, который пережил, ну, не знаю, был в спецскором, правда, то за каждую статью надо было отвечать головой. За каждую запятую? За каждую запятую буквочку. Даже вот я, это мои друзья, Брежнев выступил, и это, оказывается, переноски забыли сказать, это, председатель пропустили. Оказалось, Предатель. Предатель, все пропустили. Сняли с работы, изгнали. Да. За опечатку. Да. И поэтому я думаю, что надо конкретно вернуться, не просто там бравировать, четко указать, что и как, что каждый человек, ради Бога, только не ври, не оскорбляй. А там предисловие написано, преамбул, что мы, потому что у нас, у кыргызов, как-никак, особое отношение к старшим, младшим, к дочери, к сыну, к другим. Понимаете? Вот это надо учитывать. Кого вы ругаете? А то говорит, ой, мамондай біреу Что дайте? Біреу есть один идиот, деген сөз, если перевести с русского. Как-то біреу оказывается, он депутат. Потом наказание, если оскорбили, сейчас миллионы выставляют. Если вы оскорбили человека, избранного народом, депутат ли он, президент ли он, это, или директор, ради Бога, вы оскорбили не только его, но и тех, кто избирал и кто ему подчиняется. Не только его, а не какого-нибудь одного. Разные вещи. Дифференцированно надо подходить. Или, допустим, если бреханули, ущерб какой принесли. Вот я вам интересно, когда вот с шачьим мясом это началось, помните, да? Вдруг, значит, прихожу, ой, говорит, что ж, мы, говорит, выпускали беляши, и какой-то этот написал, что это из ишачьего мяса. И говорит, уже неделю никто к нам не ходит. Сколько? Вы, Байка, вы знаете, говорит, мы 5 миллионов потратили. Кто написал? Оказывается, соседний кафе написал. Понимаете? Ну, я думаю, что правосудие тоже в конечном счете должно быть очень честным. Во имя не для того, чтобы только человека это посадить или так далее. Разобраться, в чем суть. Понимаете? Ну, здесь есть очень больной вопрос, если как хотите. Вот сейчас, допустим, с Батукаевым. Давайте. То, что изгнали, это прекрасно. Понимаете? Зачем он нам нужен? Преступник. Только надо каким путем это сделать. Да. Если бы я был бы, допустим, президентом или министром МВД, хорошо, отпустите, принесите столько, заберите деньги, отпустите. А на эти деньги передайте ребятам, постройте жилье и так далее. Зачем он нужен? Держать его здесь. Понимаете, 6 лет еще там осталось. Он нам не нужен. Ну, заберите. А вот как это было там сделано, это хитрая вещь. Докажите, кто с этого имел доход. Но теперь они говорят, ни $1 не было, говорят. А тогда зачем тогда сажать его? От того, что избавились, что ли? Нет, ну нарушили все-таки, и он должен был отбывать срок, а его освободили, а других людей же не освобождают. Вы знаете, вот это тоже неправильно было, надо было, я тут участвовал в судебном процессе, там есть люди, которые очень близки мне, я знаю, как это случилось. Позвонили, дайте вот то-то сделать, иначе вас снимут с работы. Того же министра, того же главврача, потом то-то. Куда им деваться? Да. Хорошо, ради Бога они подписали. Понимаете? У нас осталось буквально... Сама система, она не в этом, что ты, ну как там, говорят, ты подпиши, иначе с работы снимем тебя. Да. Ради Бога избавляется. Убийца в суть явления, что произошло на самом деле, кто виноват. Вот этого у нас нету. Лишь бы там сказать,
Ну, простите меня. У нас осталось 1-2 минуты всего. Ага. Вы еще и автор вот такого флага кыргызского, да, который Да. вы предлагали. Вот эти нижние 7, это что означает? И это, 7? знаете, вы просто дайте мне крупным планом, покажите, я же похвастаюсь. Есть, да? Дело в том, что у нас, я говорю, это тюндук, символ для кыргыза. Проснувшийся ребенок сразу видит это небо, да, все, что он видит. Первый, как только, ну, мамину грудь и так далее. И это он видит небеса. Это звезда счастья. Вдали одна горит звезда мою, монах больницы, это писал Пушкин, да, или Лермонтов? Потому что Кут Чилдыс – это звезда счастья. Каждый ждет с неба. Мы же уже мусульманами стали очень поздно. А во времена Манаса мы были тенгрианцами, поклонялись голубому небу в природе. И вот это голубое небо, оно должно быть чистым, в моем мечтании. И вот это утюг. А вот это 7 полос, это нашу страну раньше называли Семиречье. Да. Сейчас 7 областей. Вот такой-то символ, понимаете? И он, я думаю, что говорил и так далее, как старый христ. Я говорю, зачем? Посмотрите сейчас, во-первых, во-первых, обратите внимание, на тюндук надо смотреть снизу. Перспектива. Видите, вот поэтому, как будто снизу смотрят, поэтому так. Сейчас его вот так переворачивают. Потом красное. Почему красное небо? Вы что, видите, красное небо, что ли, тюндук? Кровью залитое. Мало того, что тюндук этот еще горит. Вы знаете, у кыргызов есть проклятие. Тюндук мертвен. Дай Бог, чтобы тюндук сгорел. Он горит. Горели же тюндук у нас на юге. Кровь под этим, сколько пролили под этим флагом. Не слушаются. Бархамбайся, простите меня. Потому что принято, послушайте, что говорится, я доказательно говорю. Если не просто так, потому что. Вы понимаете, в чем дело? Не потому, что я такой-сякой, так. Я говорю конкретно, потому что я, как вам сказать, не просто старый болтун, специалист этого дела. Я окончил, у меня образование такое. Я деятель кино, театра, если хотите знать, и литературы. И все это знаю вот так, что такое. Потом красный флаг. Да, у нас и был красный флаг, когда он шел в бой. В поход. Агасова кызылту айдаган чуручу с криком шум. Я забыл, как я перевел на русский язык манас. Вот. И только это стандарт войны. Не только у нас, во всех странах. Потому что ночью красный флаг, он должен быть главнокомандующим. Потому что и при луне он красный. А другие цвета путаются. Поэтому красный флаг – стандарт войны во все времена. У любых народов. Почему он должен под этим красным флагом? Что мы хотим сказать? У нас уже время, оказывается, подошло к концу. Больше, чем 30 минут. Спасибо вам большое. Вы много написали. Самое главное, мне кажется, что вот это хрестоматийное, да, и на русском, и на кыргызском стихами Манас Семетей, трилогия в одном томе каждый, да? Спасибо вам большое. Я вот тебя очень уважаю как ведущего, потому что ты очень такой, очень интеллектуальный, замечательный журналист, каких бывает очень мало. Прости меня, просто констатирует факт, у тебя есть свое мнение, слава Богу. И вот я специально подарил тебе и на русском, и на кыргызском, потому что, как вам сказать, о Манасе говорят много, обратите внимание. Без Манаса спросил, сюжеты не знает какой. О чем? Что вы имеете в виду? Обратите внимание, вот если говорит деятель, религиозный деятель, христианин, он обязательно процитирует из Библии. Если говорит молда, он обязательно из Корана процитирует тебе, какое имеет место в виду. Говорят, и ничего не знает. Вот то. Что вы имеете в виду? В каком месте сказано у Манаса? Так вот, я на старости лет взял, сперва, составил хрестоматийный вариант, потому что там 15 томов. В одном томе я взял Манас Семетей. Взял то, что необходимо, события и там мудрость, которая там заложена. И перевел все на русский язык не просто, послушал, это переложение, это как автор поэтическое. Почитайте, если не верите мне. И обе книги приняты как учебное пособие. Понимаете? Для школ. Для школ и вузов и так далее. И вот это через русский мой язык, об этом мечтал Касым Тынысанов, мой отец.
Тюрекул Айтматов мечтали, чтобы на русском появилось, чтобы вот эту книгу мою перевели уже на 8 языках. В Америке издали через мой русский. На узбекский перевели через мой русский. На азербайджанский через мой русский. На украинский через мой русский. Понимаете? На грузинский через мой русский. Вот потому что русский язык, это, ну как вам сказать, это... Языкован. Это прекрасно, потому без русского языка мы бы оставались бы теми, кем были, потому что там всякие есть. Потом, да, кстати говоря, пока не забыл, в тех вариантах Конституции написано, кыргызский язык является государственным, русский язык является как-то официальным языком. Что это значит? Это неправильно. У меня написано, кыргызский язык является государственным, так оно, русский язык является для международного, межнационального и делового общения. Понимаете, русский язык? Мы не можем присвоить его себе. У нас кыргызский язык назвать энетиль. Да. Русский язык – это русского народа. А вот служит он нас. Благодаря этому великому русскому языку мы вышли на мировые просторы. Откуда взялся Айтматов? Вот наш пошел через русский язык. И вообще, понимаете? Я радуюсь, когда наши деятели, президенты там, казахский наш, с Путиным шутят, хохочет на нашем прекрасном русском языке. И дай Бог там. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Мар Байджиев, народный писатель, кавалер ордена Манаса. Нет, я еще этот самый лауреат премии «Дружба», как там у нас? Данакер, да? Или... Нет, это международные премии дали мне позапрошлом году. Лауреат Содружества, звезды Содружества, да. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.